Наше радио вот уже много лет располагается в этом знаменитом белом здании. Мне кажется, каждый житель города уже знаком с этим зданием. Дом на улице Горького – памятник архитектуры республиканского значения. В XIX веке здесь жил известный предприниматель Алексей Кекин. Как пишут историки, в 1924 году в Казань из Москвы передали 4-ламповый радиоприемник. Его установили именно здесь. А по городу раздавали объявления с программой и продавали билеты. За 50 копеек можно было послушать радио. Уже потом радиоволны дошли до каждого села. Сейчас на Горького трудятся сотрудники Болгар-радиуса. Здесь работали такие дикторы, как Кашифа Тумашева, Камал Саттарова, Айрат Арсланов, Марьяма Арсланова. Здесь, в этом здании, вживую выступали такие легенды, как Зифа Басырова, Гульсым Сулейманова. И мы тоже гордимся, что работаем здесь, являемся продолжением этой истории. Уже сейчас сами творим историю. К своей истории сотрудники радио Болгар относятся с особым уважением и трепетом. Прямо в студии звукозаписи «Золотой рамки» они хранят пластинку с первой песней, прозвучавшим на татарском радио. Ее исполнила Райса Билалова. Но снизу также прикреплена флешка, как символ золотого фонда современного радио. Звучит та самая песня 1952 года в исполнении Раисы Билаловой. В золотом фонде радио Болгара хранятся как советские песни, так и современные. В нашем золотом фонде радио Болгар хранится больше 50 тысяч записей. Раньше они хранились в пленках больших, а потом мы перезаписывали на CD-R-диски, а сейчас они оцифрованы, и у нас есть каталог. Мы работаем сейчас по каталогу в компьютере. Свое вещание станция начала в 2002 году, как радио «Новый век». Под новым названием в эфир вышли в 2012. Ежегодно радуют своих слушателей новыми программами. В этом году при поддержке комиссии по родным языкам запустили сразу 2 проекта. «Узоры нации» в формате радиоспектакля вещает об известных татарах, внесших вклад в развитие языка и культуры. Уже вышло больше 40 выпусков, посвященных Габдулле Тукаю, Хади Такташу, Саре Садыковой и другим. То есть у нас ведущие – это 2 молодых человека, парень и девушка. У нас очень интересная форма, они как бы на свидании, то есть параллельно 2 линии у них зарождаются отношения, да, они друг друга просвещают, встречаются в каких-то очень известных местах, то библиотека или там памятник какой-то, и, соответственно, рассказывают об этом человеке, о каком-то известном человеке. Второй проект «Мост единства» тоже в формате радиоспектакля. Галимя Ханым в каждом выпуске встречается с хранителем памяти. Вместе они обсуждают народные праздники жителей республики. Татарский Сабантуй, Кряшинский Петрау, Удмуртский Ишкар-Гербер, Чувашский Акатуй и другие. Сложность в том, что красоту и богатство национальных традиций нужно передать только через голос и мелодию. День радио сотрудники встретят в студии и будут дарить подарки своим слушателям. Завтра в течение дня не пропустите конкурсы и интерактивы на волнах радиостанции. Каждый подарок еще будет зависеть от того, чем занимается ведущий. Вот, например, у нас есть Фаиль Гемадов, который ведет программу на религиозную тематику. У него будет особенный подарок как раз вот с таким оттенком религиозный. Шамаиль он подарит. Айгуль Хайруллина, которая всегда работает со самыми знаменитыми артистами, она приготовила свой подарок. Это билет на концерт. Миссия нашей радиостанции – нести разумное, доброе, вечное. Радио – это в первую очередь настроение. Хотелось бы пожелать нашим радиослушателям в первую очередь здоровья, счастья и слушать наше радио. Мы всегда работаем для них. Для нас очень большое счастье, когда мы слышим отзывы о нашем радио, когда мы понимаем, что мы работаем не зря, что люди нас слушают, любят. И хотим тоже признаться в этот день в любви к нашим радиослушателям. Параллельно сотрудники радио готовятся и ко Дню Победы. Слушатели ждут эксклюзивные эфиры, посвященные героям Великой Отечественной, песни и стихи военных лет. Сирина Сахапова, Алмаз Ядинов, ТНВ, Казань.